развития письменной культуры. Известно, что в XVIII веке кыргызы, хотя и изредка, но пользовались новой письменностью, о чем свидетельствуют послания глав родов атакейским властям. В то время кыргызы использовали чагатайское письмо на арабской графике. Из акынов, впервые начавшие писать свои произведения на исконно кыргызском языке, самым видным был Молдо Нияз. Родился акын в Аиле Кызылбулак в окрестностях Хаша. Образование получил в местном медресе, а затем в учебном заведении такого же типа в городе Кашгаре. Его произведения знали не только южные, но и северные кыргызы. Высоко ценилось собственное исполнение автора. Молдо Нияз с философских позиций суфизма к понятиям «добре и зле», «жизни и смерти», «сущности бытия». Содержание его творчества объяснялось хорошим знакомством с восточной поэзией. В творчестве Молдо Нияза отражались мировоззренческие представления различных социальных слоев о морально-этических нормах. До нас дошли только 3 из 7 его рукописей. Сонат Рылары «Поэтические наставления». Они представляют для нас интерес и ценность, так же, как одно из первых письменных наследий кыргызской поэзии. Традиции письменной кыргызской поэзии, заложенные Молдо Ниязом, уже после присоединения к России продолжили другие приобщенные к грамоте мастера слова. Один из них, Байымбет Абдурахманов, родился в местности Куртка в Нарыне. К поэзии приобщился через своего дядю по отцовской линии, песенника Музооке. Байымбета Абдурахманова было неразрывно связано с устным народным творчеством, переживавшим в ту пору небывалый расцвет. Сопровождая знаменитого Манашчи Танибека, молодой поэт заучивал целые фрагменты эпоса «Манас». Манашчи Танибек высоко оценил его грамотность и дал ему творческое имя Тоголок Молдо. Как наставник он всячески способствовал развитию таланта ученика. Тоголок Молдо сочинял разножанровые обрядовые песни, предания и сказы. Кроме того, он оставил нам целый ряд собственноручно записанных эпизодов из эпоса «Манас». Известнейшим акыном-письменником кыргызского народа был Молдо Кылыч Шамырхан Улу. Получив начало образованности у мул, далее он учился восточной поэзии, историей литературы, философией. В 1911 году издал в городе Казани сборник газелей «Зилзала» «Стихия», дословно «Землетрясение». Это было первое печатное произведение кыргызской поэзии. В своем творчестве Молдо Кылыч, как и другие мыслители нашего народа, стремился отразить наиболее злободневные вопросы общественной жизни. Понятно, что его философские и мировоззренческие позиции во многом определялись условиями феодально-патриархальных устоев, социального неравенства, существующим в обществе. С присоединением Кыргызстана к Аканскому ханству на местное население усилилось влияние исламской религии. В связи с этим в творчестве Молдо Кылыча довольно явственно проявлялись и религиозные мотивы. В эпоху главенствования религиозной идеологии развитие духовной культуры в русле религии – закономерное явление. С этой точки зрения можно понять установление Молдо Кылыча о соблюдении всех без исключения правил ислама. Даже такие философские понятия, как «добро» и «зло», он пытался объяснить, исходя из религиозных канонов. Однако это не дает никакого основания считать его произведения реакционными. Молдо Кылыч проповедовал, что счастье человека не в материальном богатстве, что истинное счастье зависит от духовного мира и широты его сердца, и особо подчеркивал, что злой, ленивый, скупой, мстительный человек никогда не сможет быть счастлив. Молдо Кылыч призывал к добру, воздержанности, скромности, здравомыслию и, наоборот, избегать честолюбия, зазнайства, аморальных намерений. Говоря о добре и счастье, их основой он считал семейное благополучие. Он говорил, что хорошая жена – свет в доме, опора в жизни, а плохая – предвестница несчастья, печаль в семье. Основу творчества Молдо Кылыча составляло стремление, в первую очередь, воспитать его духовные и моральные качества, раздвинуть границы мировоззрения человека, его отношения к обществу. Продолжало развиваться музыкальное искусство. Народные музыканты достигали высшего мастерства в игре нокомузи, каяки, темир-комузи, чоори, кирней-сурная, сабазлы, других музыкальных инструментах и создавали высокохудожественные произведения. Ярким мастерством и профессионализмом выделялись Куренкей Белекулу, Ниязалы Борошулу, Кары Молдо Орозулу, Богачи Жакыбекулу, Ибрай Туман Улу и другие. Своими разножанровыми, но торжественными и веселыми, то печальными и грустными, глубоко философичными и эмоциональными произведениями они несли нетленный вклад в духовную культуру нашего народа. Многие произведения позже были переложены на ноты кыргызского искусства. Первые историки и просветители. В результате присоединения Кыргызстана к России активизировались взаимоотношения кыргызов с издавна проживавшим на ее территории тюркскими и мусульманскими народами. Особенно в этом отношении были благотворными взаимосвязи с родственными кыргызам, татарами и башкирами.
Эти народы сыграли большую роль в развитии кыргызской культуры, послужили своеобразным катализатором для начала ее научного исследования, оказывали поддержку талантливым представителям кыргызского народа, содействовали в печатном издании их трудов и произведений. Одним из таких талантливых людей был первый письменный историк кыргызов Османалы Садыкулу. Видным исследователем и летописцем истории кыргызов был Белек Султангельди Улу Султаноев. Сохранившийся в рукописи труд Султаноева «Кыргыз-казак тарыхы» или «Кызыл-кыргыз тарыхы» считается важным документальным источником истории Кыргызстана. Он написал ряд поэтических произведений, был хорошо знаком с историческими, философскими и этнографическими трудами видных деятелей русской и мировой культуры. В описании истории кыргызов Султаноев вплотную приблизился к классовому пониманию ее развития. Его деление общества на социальные группы, оперирование понятиями классов и классовой борьбы свидетельствовали о знакомстве летописца с марксистско-ленинской литературой. В его трудах даны сведения о знаменитом представителе тюрко-мусульманской культуры средних веков Махмуде Кашгари, легендарных мыслителях кыргызского народа Толубая Сынчи, Асан Кайгы и таких известных акынах-дидактиках, как Калыгул Арстанбек, Молдо-Кылыч. После вхождения Кыргызстана в состав России в кыргызском обществе оживилось просветительское движение. Видным представителем плеяды просветителей того времени был Ишиналы Арабаев. В дело просвещения и развития культуры кыргызского народа большой вклад внес Ибраим Абдырахманов.